Таджики ничем не хуже русских и других народов и требуют справедливости. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое громкое дело может закончиться в ближайшее время. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В суде Московской области завтра, 15 марта, состоится суд над Александром Семиным, обвиняемым в изнасиловании и убийстве 5-летней таджикской девочки Хувайдо Тилзада. Абдусалам Саидов, отец Хувайдо, надеется, что убийца его дочери завтра получит достойное наказание, и это будет последний суд. Об этом сообщил он 14 марта. Последнее судебное заседание по делу Хувайдо состоялось 23 декабря 2021 года. Маленькая Хувайдо была жестоко убита 22 июля 2018 года. Ее украли прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. Ребенка нашли на следующий день. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело девочки. Судмедэкспертиза показали, что ее изнасиловали, а потом убили ножом. С помощью камер наблюдения сотрудники полиции быстро установили главного и единственного подозреваемого. Правоохранители задержали 28-летнего Александра Семина, соседа семьи девочки. В квартире мужчины были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. По одной из версий, подозреваемый в убийстве мог заманить девочку игрушкой, когда та играла во дворе. Сам Семин вину не признал, а адвокаты подозреваемого начали строить защиту на невменяемости клиента. Процесс длится уже 5-й год. Как вы относитесь к такой ситуации? Почему они затягивают это дело? Зачем они это делают? В голове не укладывается, как может на это пойти человек. Как вы думаете, почему это все происходит и завершится ли оно завтра? Но это не последнее, чем шокировали таджиков. В результате 2 дорожно-транспортных происшествий на дорогах Таджикистана за 2 суток погибли 2 человека. В первом ДТП столкнулись сразу 4 машины. Авария произошла еще вечером 12 марта на автодороге Душанбе-Худжанд на территории Ворзобского района. Однако подробности ДТП в правоохранительном ведомстве предоставили только сегодня. Автомобиль Mercedes-Benz Аттега под управлением жителя Бабаджон-Гафуровского района Абдухалила Мансурова выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Opel Vectra. Затем Mercedes-Benz Аттега протаранил еще 2 автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, Opel Zafira, а первый автомобиль, с которым столкнулся Mercedes, врезался в автомобиль Opel Astra, отметили в МВД. 4 пассажиров автомашины Opel Vectra, в том числе 2 несовершеннолетних, получили ранения и были госпитализированы. 5-й пассажир этого же автомобиля погиб на месте происшествия. Вторая авария была зафиксирована рано утром 13 марта на территории села Суфийон, города Пиджикент. Водитель автомобиля Муссо, гражданин Афганистана Рухуллах Махамади, проживающий в Пиджикенте, во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес», которым управлял местный житель Абдуллахим Курбанов. В результате аварии гражданин Афганистана скончался на месте ДТП, сообщили в МВД. Расследование этих инцидентов продолжается, отметили в ведомстве. Напомним, в 2022 году в 1096 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях погибли 416 человек. Также 1197 человек получили травмы. Как вы относитесь к таким данным и как вы думаете, почему это происходит? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.